Когда-то очень маленьких нас в школу привели, белели наши бантики, букетики цвели, и пальчики неловкие писать вы научили. И что такое Родина, мы с вами ощутили. Спасибо, хоть простое это слово не выразит все чувства этих лет. Спасибо вам, что с нами выдержали столько бед. Наверное, нет человека, который не помнил бы своего первого учителя. Совсем юные и растерянные. Дети идут в первый класс. Учить их, поддерживать, быть другом. Всем сердцем и душой болеть за своих учеников. Первый учитель не только передает знания, но и вкладывает в каждого ребенка частичку себя. Именно таким учителем является Роза Музаева, чуткая и внимательная. Окончив в 1979 году 8-ю Шалинскую школу, она уже точно знала, кем хочет стать. Будучи еще маленьким ребенком, со всеми подружками по переулку, по соседству мы играли. Обязательно должна была быть игра, где одна учительница, а остальные ученики. И так с этим желанием я пошла в школу. И в школе то же самое. Мы как-то помогали учительнице, она нас выделяла, вместо себя оставляла. Нам это нравилось очень. И так окончила школу, Шалинскую 8-ю. После окончания школы пошла на работу. Так как меня знали, меня взяли пионер-вожатой. Работа очень активная, обширная. И вот это общение с детьми, вот эта детская радость, вот это все всегда сопутствовало мне. Вот уже 37 лет Роза помогает детям становиться на ноги и подготовиться к взрослой жизни. Каждому ребенку у нее свой подход. أدمو قرمتلا خارج مو خلقان أجد تحولتو شيء دست ناس خارج نيا خارج تحولتو شين أتنيا خارج دلا خربال خارج سون واخر أكثر دقولة تحولتو شيء دك ألينا دونا حتى وصل أوزن إغياتش إميال خلبلا إميال شيء قرمتلا شيء قامل شادك أثني عند ديالتويا بلغنيا شين بيزا خارج روز قرمتلينيا روزي مو بون ألشي روزي قرمتلينيا سو ديريك شيء داخل أس قرمتلين دادين خيسون هند ألشي دي بوسة تلورش لروز شابه ما بيزر بالغ بو شين بالغ برخدون ألشي أورينا بيرشنا урокшил цаая. Дел от бежца хитошки орбалбасо. В этом году у Розы снова новый набор первоклассников. И снова она, как и все эти годы, начинает вместе с детьми с нуля. Учить буквы, учить писать и учить читать. Одним словом, быть для них второй мамой. Был 4 класс. 4 класс – это дети уже, когда они понимают все по взгляду. И все у нас идет, это большие помощники. Как бы идет 4 класс, это все закрепление всему тому, что было все 4 года. Отдача от детей, это очень радует. Радуешься их ответам, радуешься всему, к чему они пришли. И сейчас новый набор первоклашки. Они не все еще понимают, не все они знают. И где-то опять таится этот страх. А вдруг не получится, а вдруг ли сумеем. Есть этим. Все равно, когда ребенок уже отвечает, это подает тебе надежду, что ты делаешь правильно. При входе в класс сразу в глаза бросаются красочные рисунки, поделки и украшенные стены. Все это перед наступлением учебного года учительница сделала своими руками. Но на этом она не остановилась и в этом же году организовала в лицее музей, где собрала экспозиции национальной культуры чеченского народа и не только. Все это Роза сделала вместе со своими учениками. И, конечно, этой темой я очень загорелась и хотелось детям больше рассказать и больше показать. Ведь не зная историю народа, ведь не зная обычаев и традиций, мы не можем вырастить наше поколение. И, конечно, помогая и делая со мной эту же работу, дети вновь возвращались в ту эпоху. Самое главное, было интересно детям. Начинали мы с военной башни, потому что в самом начале люди ставили военные башни, и это было огромным спасением для народа.
И вот, а дальше все башни – это жилые башни. Дальше у нас строение жилого дома. От строения башен, как наш народ перешел к жилому дому, где строилась крыша односкатная. Как видите, это все природный материал. Кирпич саманы тоже я лепила сама. Трогательно было детям увидеть вот эти, что это ручная работа, что это ткалось самими людьми. Не было никаких интернетов, никаких задумок. У каждого человека была своя фантазия. А так как наши народы были миролюбивые, мы всегда жили с другими национальностями. Мы показали чуть-чуть и русский фольклор. Работая над этим проектом, мы узнали много нового интересного о традициях и истории нашего народа и с удовольствием рассказывали об этом другим. Прекрасный учитель и чуткая домохозяйка. Роза не привыкла сидеть сложа руки. Свой выходной успевает посвятить своим внукам, которых у нее 6. Отвечая на вопрос о свободном времени, Роза снова начинает говорить о своих любимых учениках. Смотришь, конечно, что бы лучше преподнести, как бы преподнести, что нового всегда приходится следить, чтобы детям было и интересно, и доступно. Учитель создает нацию. Слова мудрого политика и национального лидера как никогда подходят Розе Музаевой. Роль педагога в жизни и становлении личности неоценима. Учитель не просто передает знания, но и выполняет высокую миссию становления духовно-нравственного потенциала нации. Роза, скажите, как вам кажется, какой должна быть чеченская женщина? Чеченская женщина. На этот вопрос, по-моему, нельзя ответить коротко, нельзя ответить быстро. Даже взять вот мою семью. Я выросла в большой семье. В семье было, нас много было. Я была самая младшая. В младшие годы очень было непонятно поведение мамы. Казалось, почему она терпит, как это можно терпеть? А с возрастом начинаешь расти и понимаешь, сколько великодушия и сколько терпения у этой женщины, у мамы. Конечно, восхищалась этой же мамой, училась у нее. Не по указке это нас воспитывали, а это невольно переходило от ихнего поколения к нам. И так, мне кажется, любая наша женщина, чеченская женщина, самая первая, она терпеливая, она мужественная, она стойкая, потому что мы с малых лет не приучены были жаловаться, не приучены были просить, не приучены были выпрашивать. Мы знали, например, я лично в своей жизни, в личной своей, брала пример со старших. Как я и говорю, будучи маленьким ребенком, у меня было много вопросов, много возмущений. Почему так? Но переходя как бы по возрасту лесенки, я это все видела и сама становилась, и хотелось быть похожей на них. А эти черты, конечно, только-только вырабатывают стойкость, мужество, уважение, доброту. И, конечно, стараешься это все нести в себе.